Наша Оля, наша сестра. Так называли Ольгу Плиеву боевые товарищи. В марте 1921 года астинские отряды освободили Цхинвал от грузинских националистов, убивших более 5000 человек. В отряде Александра Тото-Коглоева была Ольга Плиева, партизанка, ставшая примером исключительной стойкости. Она не только перешла в тяжелых зимних условиях через Зикарский перевал из Северной Осетии, но и участвовала в борьбе с грузинскими меньшевиками за победу советской власти в Южной Осетии. При переходе через снежные вершины наши бойцы проявили необычайную выносливость. Не могу не отметить в этом отношении стойкость находившейся в отряде девушки, члена Компартии Плиевой Ольги, с оружием в руках, шедшей с нами в походном порядке. Свои воспоминания Плиева описала в книге, посвященной событиям тех лет. После установления советской власти в Южной Осетии она окончила юридический факультет МГУ. По возвращении в Южную Осетию работала в прокуратуре автономной области. Ольга Плиева была репрессирована в 1937 году. После реабилитации она работала старшим научным сотрудником в Госмузее Южной Осетии.